Логарифм. Нам известно, что логарифм является обратной функцией возведения в степень. Давайте рассмотрим это на примере. Допустим, число 2 в кубе равно 8. Значит, для чего нужен логарифм? Логарифм необходим для нахождения степеней, в которые мы возводим число 2. Записывается это таким образом. Число, которое мы возводим в степень, которую мы должны найти, записывается в основание. А возведенное в степень записывается как логарифм числа 8 по основанию 2. И ответом является степень. То есть вот как оно находилось, число 2 внизу, вот потом это степень и вот число, которое для нас является ответом при нахождении степени. Рассмотрим основные свойства логарифмов. Рассмотрим как в качестве примера. Из формул возведения в степень. Первое свойство, что любое число, возведенное в степень 0, является равно единице. В этом случае логарифм будет записываться как а возвести в степень 0 1 равно единице. Читается так: логарифм числа 1 по основанию а равен нулю. Вот обратная запись вот этой формулы. Следующее. А в степени 1 является любое число в степени 1 равно само себе. Запись обратная запись вот этого выражения будет логарифм а по основанию а равняется единице. Третье. Произведение числа а в n степени на а в m степени равняется а в степени суммы n и m. Рассмотрим случай, такой пример. 2 в кубе умножить на 2 в квадрате будет равно 2 в пятой степени. Что значит найти логарифм? Степень 3 плюс степень 2 равняется степень 5. Выразить и записать это выражение в виде логарифмов. Запишем 3 – это степень. Запишем его в виде логарифма. Логарифм числа 8 по основанию 2 плюс логарифм 4 по основанию 2, логарифм 2 в пятой степени по основанию 2. То есть 2 надо возвести в третью степень, чтобы получить 8, и это 3. 2 возвести в квадрат, чтобы получить число 4. 2 возвести в пятую степень, чтобы получить 2 в пятой степени. В общем виде нам надо записать так, чтобы с этой стороны тоже были число 8 и 4. Следовательно, мы сейчас 2 в пятой степени запишем как 2 во второй умножить на 2 в третьей. И это будет 4 умножить на 8. Эту сторону просто переписываем. Теперь заменим а основание равно 2, x это 8 и y это 4. Запишем эту формулу в общем виде. Логарифм x
по основанию а плюс логарифм y по основанию а равен логарифм xy по основанию а. Это и есть формула, которая является обратной возведения степеней числа а. Четвертая формула. А в n степени делить на а в m степени находится как число в степени разности m и n и m. Так, рассмотрим пример. 2 в третьей делить на 2 во второй степени будет как их разность и будет равно 2 в первой степени. Значит, нам надо найти, закодировать через логарифм разность чисел 3 и 2 и ответ 1. Запишем число 3 как логарифм числа 8 по основанию 2 минус логарифм числа 4 по основанию 2 и логарифм 2 в первой степени по основанию 2. Проверим. 2 в третьей степени 8, 2 во второй степени 4, 2 в первой степени это 2 в первой степени. Левую часть перепишем. Правую часть нам надо выразить, где будут присутствовать числа 8 и 4. Три минус 2 в степени 3 минус 2. Это и будет 1. Опять перепишем. Два в третьей степени делить на 2 в квадрате. Делить на 4. Теперь заменим. 2 это а, 8 это x, 4 это y. И запишем в общем виде логарифм x по основанию а минус логарифм y по основанию а равен логарифм отношения x к y по основанию а. Вот известная формула, которую мы применяем, решая логарифмы. Когда мы их проверили и поняли их аналогичность с формулой со степенем, мне кажется, как-то легче ее применять. Пятая формула. А в n степени и еще возведена в m-ную. В этом случае степени перемножаются. Какая формула в логарифмах ей соответствует? Сначала рассмотрим пример. 2 в кубе и еще в квадрате будет 2 в шестой степени. Что нам нужно выразить в логарифмах? Нам нужно выразить их степени. То есть 3 умножить на 2 будет 6. Число 3 мы никак не выразим. Оставим его. А двойку закодируем как 2 во второй степени равно 4. Здесь логарифм 2 в шестой степени. Так, возьмем скобки.
Так, в конечной формуле у нас должны присутствовать число 3, 2 и 4. Значит, надо, чтобы справа у нас были только такие числа. Это можно представить, если мы сделаем вот такую запись. Логарифм 4 в третьей степени по основанию 2. Так, итак, у нас 2, 3, 4, 2, 3, 4. Теперь запишем это. 3 это будет P, 2А и 4Х. Запишем как P умноженное на логарифм числа x по основанию А равен логарифму x в степени P по основанию А. Вот такая формула. Есть такая формула перехода одного основания логарифма к другому основанию. Очень удобная формула, позволяющая решить многие примеры. Имеет она запись такое. У нас было число логарифма по основанию А, и мы заменяем любым удобным для нас в данном примере, значит, логарифм в смысле с основанием удобным для нашего решения. Основание здесь b становится. При этом вот это вот x и a, они уже в виде чисел в логарифме. Есть у нас такая формула. Фактически это перемножение степеней. И здесь дробное выражение получается. Рассмотрим пример. Например, а в квадрате и а в шестой степени и в степени 1 в третьей все равно сокращается, получается вторая степень. То есть выражение верно. Нам нужно найти степени и записать их в качестве логарифма. Логарифм 64 по основанию 8, то есть 8 в квадрате это 64. И опять же 64 по основанию 2. 2 в шестой степени будет 64. То есть 2 помноженное на само себя 6 раз. 4, 4, 4. 4 в кубе 64. Вот мы 2 в шестую степень возводим, получаем 64. И запишем третья степень в качестве 8 по основанию 2, логарифм 8 по основанию 2, 2 в кубе 8. Теперь заменим эту запись. А у нас 8 равняется х 64, b 2. Так, как выглядит наша формула? Логарифм х по основанию А равен отношению логарифма х по основанию b, деленное на логарифм А по основанию b. То есть формула перехода от одного основания логарифма к другому основанию
Мы ее тоже проверили через степенную функцию, через формулу возведения в степень.